Бзера шимаз ейзаза аважлар, бзера шимаз ателехопшца. Яхапе хайзара зызку и жак ахас харстаху. Яхапе и чутся политика платформа хайзышто, айчка ара, азухана яха абраизара ичахкай. Псышела ухозер уяхсход абснытпе а патриот аважларат эйдгылараха. Я мой хыккус ари ичутся а политика пешкара. Яха ари цазгус ямо, яхапе анызгапе политика, а антипе политика, а экономика, а социал-политика, а хазигиры яханы проблема с яха хараяхбу, а идеологию. Яха яхагыло абсны, а хинткара, а яхабача, а идеология ишакум язнуко шахбо, яграгылаз шахбо. Уи из хахва ауской кала заракуха. Ишивдуру эпш сентябрь живеба зеге хзепшу и пшачны и абснезиге бургера ямшные но амчраква убысид нарбет, а ветеранша рвалпшенный нарбет, а ветеранша отшны яшамка разнукара. Уи ахылча азаусква ивдуро зигё. Убрекынт ариза аусква ицо харама пачахквай. Уби хрыкяны абра ивба ауазиге патузку да чома акра имома дуста заалаги яха дара патузку зигироп эзаз абазиге абас хайчважведа аншимчала хайзаны абиза на политика ичкаара чаце чахкавы. Урысшала ухозер вы усяхсход Народный патриотический союз Абхазии. Ара апсшез махава телехопса ркынти из махава шратша ркынти и жак урысшала исхастахуп из банзера ара патвик и иқоги зелмка мамзаки истахым қалазаракха базырханы и жак сход нас свис шарай то яцерто заракха. Уважаемые друзья, сегодня я имею честь представлять на этой встрече общественную организацию Айтгылар, организацию, которая с первого дня своего создания обязалась действовать исключительно в рамках правового поля, сдержала свое слово. Более того, мы пошли еще дальше и предложили президенту и обществу свой вариант выхода из затяжного внутриполитического кризиса, начавшегося еще в 2004 году. Иными словами, мы предложили мир и протянули власти руку дружбы в надежде на конструктивное сотрудничество. К сожалению, сегодня это уже можно констатировать, наша рука повисла в воздухе. Президент между согласием в обществе и министра внутренних дел сделал свой выбор в пользу последнего. В пользу министра, который в день святого для нашей победы день, 30 сентября 2021 года, своими необузданными действиями совместно со своими коллегами нанес серьезное оскорбление нашим ветеранам. Ветеранам, которые ценой своей жизни отстаивали наше с вами право жить на всей земле, защитили нашу Родину и представляли нам, всем без исключения, в том числе и пересидевшим войну за пределами страны, право строить свое свободное абхазское государство. Мы не позволим пересмотреть итоги войны. Мы готовы решительно противостоять попыткам разрушить идеологические устои и ценности, ориентиры в нашем обществе. Уверяю всех, у нас есть необходимые качества, чтобы отличить истинных патриотов от коммерции самозванцев, прикрытой фальшивым патриотизмом. Мы готовы принять участие в строительстве абхазского государства, нам хватит духа, и у нас есть соответствующее образование. И мы имеем на это моральное право. Поверьте, иного подхода наши дети нам не простят. Необходимо признать, что в политику пришли новые поколения политиков, поколение, сформировавшееся в сложные военные и послевоенные годы.
перенесшие на себе все тяготы и лишения этого времени. Поколение, уже несколько лет наблюдавшие за экспериментами старших управленцев. В завершении хочу призвать всех участников внутриполитического процесса вернуться, наконец, к делу строительства нашего общего дома Республики Абхазия. Это сложный процесс, требующий массы необходимых качеств. Но у нас нет другой родины, нам некуда бежать, да и не в наших это правилах. В дополнение, что я еще хотел сказать в двух словах. Недавно в ряде встреч с президентом, я думаю, это уже не секрет, в наших переговорах участвовал сопредседатели организации Айтгылара Ишсо Иванович Какалия и Рауль Игоревич, здесь он вообще, Харабо. Да, да. Здесь он. Мы здесь, значит, мы все были на приеме президента, в котором составной президентской администрации участвовали также трое: президент и его глава администрации и замглавы администрации. Знаете, что было удивительно? На тот момент, кстати, президент искренние вещи нам говорил. Он говорил, что да, Дмитрий Дбар меня подставил. Знаете что, я не понимаю, когда министр подставляет президента, и при всем при этом президент делает такие выводы, вернее, не делает никаких выводов, и принимает сторону, которая дестабилизирует обстановку в Абхазии. Видимо, президент не очень ориентируется, что ему делать. И в связи с этим нам еще была просьба к президенту, что наша инициатива, уже здесь много сказано, были такие наши друзья, товарищи, которые в это не верили из оппозиционной среды, были, которые с правительственных организаций тоже не поддерживали. Но в последнее время мы встречались со всеми лидерами оппозиции, мы убеждали, где-то они уже даже готовы были подключиться к этому процессу. В тот момент, когда все уже были готовы подключиться к мирному разрешению внутриполитического противостояния, произошел вот этот случай. И как вы думаете, не решив положительно этот инцидент, это было бы смешно дальше продвигать инициативу, где там гласит, что мы должны жить в мире, в дружбе, в согласии, в взаимопонимании. Но в этом случае, не решив, не сделав прямые по его обязанностям президента и снять с работы провинившихся руководителей, мы дальше не видим и не видели дальнейшего сотрудничества с администрацией и с президентом в частности. И потому мы на встрече в парламенте с Адгулом Мирановичем и с Тимуром Лёсиковичем там уже первый раз объявили о наших намерениях, об объединении всей оппозиции. И слава Богу, что это случилось. Надеюсь, что у нас есть будущее, надеюсь, что у нас есть достойные люди, и в этом я вообще не сомневаюсь. Я думаю, что с Божьей помощью и с пониманием нашего народа, которому мы близки духом и своим поведением, и своими поступками, у нас все получится. Абри ус баша амладзит мафирша ари шуксык инрихана чыц ялархыз ханапхгара аусуре чишти алцфяква и вдурут физм пеги заманарла. Ихаман дарадза амта ирыман дарадза амта ду инаргзаратба алхраква аланза хававлар ирыртыз ахяква ирыртыз инагдзаны иша орамзыз. Ус шайваз харай лахкон ибзедзана амта шарытату чыц ялархыз харай лахкон ибзедзана Адгура Мираны па ишачаква рапхатби днейна адна хилараги шаайцыз авагалги шаайцыз харги жирги ахдзомс яхтахон яхал шуахчала ацхара ацана хайвагалана патуикцана хававлар рзахан рапхинергалана аус хауратба убаса тагылаза шаю егпахцит аха убриз зеги айлкара яхатпе напхгара яцуцгихит избанагзар
дара ус ргәы иаанагеит оппозициаҿы иҟоу амчрақәа еиԥхьтаны иҟоуп дус русқәа иашьҭоушәа егьиушәа, аха уи акәӡам. Еиҭасҳәоит, ари ачҳара аарԥшны, ари харахәыцра аарԥшны, ари раԥхьа инаргыланы ҳазхәыцит аҳәынҭқар иахьа амитингқәа рыла, азабастовкақәа рыла, амҩарк рыла, апакришкақәа амцыцраҵа рыла ариуа аҳәынҭқар ҳәа аргылашьа азин ҳамаӡам. Избан акәзар, аҭакәхәыкра дуӡӡа иҳадуп, ҳазынтәигьы иҳадуп. Сара аӡәгьы далхсхӡом, аӡәгьы даласҵаӡом. Избан акәзар, иахьа аполитик зхызԥхьаӡо раԥхьа днаргыланы ихагәӡам дзызхәыцша, раԥхьа инаргыланы иуаажәлар дрызхәыцроуп. Пути развития нашего государства, план его развития не соответствует ни современным стандартам, ни нашим чаяниям, ни ожиданиям молодежи на достойное будущее, на процветающее государство. Мне кажется, что общество не может относиться к этому безучастно. На какой бы стадии общественной активности вы ни находились, партия или общественная организация, или просто гражданин. Если те люди, которым вы делегировали право продвигать ваши интересы, продвигать ваше будущее, будущее ваших детей, если не справляются с этой задачей, если они тормозят развитие вашего государства, если они не выполняют взятых на себя обязательств и обещаний, вот тогда надо проявлять какую-то, наверное, гражданскую активность, гражданскую ответственность. Более того, знаете, бывает такой эффект, когда люди что-то обещают, не сделают, а потом хотят оправдать свое бездействие разными способами. Мне кажется, вот эта вот политика забалтывания и предоставления своих дел как каких-то достижений, еще и преследование тех людей, которые пытаются об этом сказать, преследование политических оппонентов, это такая нехорошая тенденция, которая может нас перевести совсем не туда, куда мы хотели бы. Здесь собрались люди и организации, которые, может быть, на многие вопросы смотрят по-разному. У них есть разное представление, наверное, по экономическим, социальным, возможно, идеологическим вопросам. Но главное, что объединяет здесь сидящих, фундаментальное, это то, что положено в основу нашего государства, это суверенитет наших ценностей, суверенитет наших земли, имущества, нашего паспорта, нашего гражданства. И самое главное, это гарантия перспектив наших, гарантия нашего развития должны быть незыблемым. Вот на этой основе мы объединились. Эту идею мы будем продвигать конституционными, законными методами. Я надеюсь, нам будет сопутствовать удача, не сомневаюсь в этом. Спасибо. Не видит оппозицию, задачей которой служит нивелирование всех перегибов власти, не получится. Надеюсь, у той же власти хватит коллективного разума для того, чтобы выстроить с оппозицией конструктивные отношения. Власть – это не только для своих, что мы сегодня имеем неудовольствие наблюдать. Власть – это для всего народа. И эту аксиому должен знать каждый руководитель и каждая власть на всех этапах в развитии новейшей истории государственности Абхазии. Спасибо. Но здесь мне подсказали, что здесь АГТРК присутствует, и представители Абазы, понимаете, вот только я не знаю зачем, потому что они это не показывают. А если показывают в таком урезанном виде, то остается только жест какой-нибудь не совсем, не самый удачный, или что-то в этом роде. Смотришь и не узнаешь себя или своих друзей-соратников, как говорится. Вообще АГТРК, вы же видите, хотя некоторые делают вид, что недопонимают, что оно фактически обслуживает, исправно обслуживает закупоренную власть такую, понимаете, значит. Живого слова оппозиции не слышно, не доходит до эфира, до телезрителей. Вот что такое сегодня АГТРК. И вообще, по большому счету, я не хочу повторяться, значит, здесь сказано очень много было и правильного все абсолютно. Власть продолжает играть с оппозицией, с народом в кошки-мышки.
Понимаете? Вот майнинг продолжает бесчинствовать. И здесь налицо видимость имитации борьбы с ним. Создали возможность, чтобы это открыты были шлюзы, а потом начали непонятно как его прикрывать. Незаконно, законно, видимость, имитация, понимаете. Иначе говоря, лицемерие. Хотя есть возможность, вот как в России. Меня недавно интервью брали, значит, российские СМИ. А как вы смотрите на майнинг? Вот в России там разговор идет активный, и, скорее всего, это произойдет легализации майнинга. Я им отвечаю, у нас совсем другая ситуация. У нас на издыхание энергетика. Ток слабый, зрение народа, нации портится. Значит, техника компьютерная, бытовая, колоссальные ущербы не возмещаются. Почему? Потому что нет страхования, как говорится. Но есть другая возможность пойти по пути России. В Абхазии, слушайте, в северных странах, Голландия, все там, и это фотоны солнечного света. Абхазия купается в солнечных лучах, фотонах, понимаете. Здесь сравнительно за небольшие капиталовложения, по сравнению с энергетикой, в разы меньше. И быстро окупаемый можно сделать независимо в этом смысле, как говорится, значит, энергетику в целом, и майнингом тогда узаконить и легализовать, как говорится. Но власти это невыгодно. Там тогда не будет возможности коррупции, места не будет, взяткам, значит, и наживаться на всем деле, на несчастных людях фактически. Слушай, наш офис парализован. 140, 160, 150, 150, 40 позавчера было, ну, полчаса-час. Включаешь компьютер, выключается. Это что такое, слушайте? Свет такой, понимаете. Это же позор, понимаете, джунглям, что называется. А она, власть, по всей видимости, это тоже очевидно, стремится подвести общество к такому состоянию, когда главным ее лозунгом общества станет, не дай Бог, Аншаумхан, спасайтесь кто и как может. Но порознь нам не спастись. Поэтому эта декларация очень своевременна. Если мы все станем на определенную правильную, элементарно правильную позицию, не будем молчать, то, наверное, тогда, значит, мы спасемся с Божьей помощью. Вот. Нет до сих пор антимонопольного законодательства. Хотя степень монополизации невидимостью нарастает и продолжает нарастать, приняла невидимый до того размах. Вот, спрашивают, как вы будете выборы, все. Я говорю, здесь настолько коммерциализировано, что дальше такого не было ни вчера, ни позавчера, ни в былые годы, во все выборы. Тем более власть не выполнила ни одного своего обещания, кстати, предвыборного. И вот она обещание не выполнила и перехода к грядущим выборам, а они уже на носу. Не то, что к пропорциональной системе исключительно, но к смешанной хотя бы одномандатной пропорциональной системе парламентских выборов. О чем говорит, значит? И повторяться я не буду, конечно, сегодня. Время. Да. Своевременно мы собрались, своевременно подписываем. Здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. Сегодня мы присутствуем на встрече, которая посвящена подписанию, образованию нового союза во благо развития страны, во благо улучшения жизни каждого отдельного гражданина. Это главная цель сегодняшней встречи. Предыдущие ораторы говорили о том, что привело нас к сегодняшней дате. Мы все живем здесь, в Абхазии, и хорошо на себе ощущаем то, что происходит в нашей стране. В 2020 году, в начале 2020 года был совершен переворот, который нынешний президент активно поддержал. Более того, предыдущие 5 с лишним лет он во главе оппозиционных сил все 5 лет с периодичностью месяц-полтора осуществлял антиконституционные действия, будоражил наше общество, сотрясал абсолютно, наша страна была похожа на горячую точку, где были захваты МВД, перекрывались автодороги, сжигались покрышки,
драки, избиения, все массовые акции переходили в столкновения людей, и только благодаря мудрости и усилиям прошлой команды власти это все не переросло в гражданскую войну. Мы все с вами являемся свидетелями всех этих событий. Сегодня эта команда, наконец, дошла до заветной своей цели, совершив вот такую подготовку в течение 5 лет, не давая проводить никакие реформы, тормозя развитие страны, они дошли до цели. Прошло практически 2 года. Мы не видим ни одной реформы, ни одной программы, ни одного изменения, абсолютно ничего. Мы видим только то, что жизнь простых граждан, жизнь наша с вами стала гораздо хуже. Мы стали стремительно двигаться в сторону каменного века, когда элементарные, уже простые бытовые вещи, как электричество и тепло в доме, стали для нас радостью. Как мы стали тихо приближаться уже к стандартам жизни Северной Африки. Мы радуемся тому, если в нашем доме идет вода и свет. Плюс к этому всему страшная болезнь, пандемия, которая охватила весь мир. Но вы помните, в марте прошлого года, когда был предыдущий премьер-министр, какая была реакция власти, какая была подготовка, какие превентивные меры были предприняты. Далее, когда власть была передана, ситуация была отдана абсолютно на откуп населению, самотек, что привело к гибели, по официальной только статистике, до 500 человек. А если брать и неофициальную статистику, это можно умножать на 2. До сих пор непонятна позиция, логика, алгоритм действий власти по борьбе с этой страшной болезнью. Абхазия – это демократическое, свободное государство во все времена. В Абхазии народ Абхазии всегда свободно выражал свою точку зрения. Особенно, когда это касается народа, страны, независимости. Конечно, в этих условиях нашлись те, и мы в том числе, кто стал выражать свое несогласие с тем, что происходит, что отсутствие реформ, отсутствие изменений, что жизнь простых граждан стала ухудшаться. Мы видим, что нет дороги, нет пути и нет даже желания к развитию. Есть какие-то декларативные вещи, некие мегапроекты, которые находятся за пределами то президентского срока, то каких-то линий здравого смысла, но это всеми обещаниями сыт не будешь. И как только появляется альтернативная точка зрения, как только кто-то пытается выразить свою точку зрения, власть, я вам официально хочу это сказать, действующие сотрудники, даже и администрации президента в том числе, участвуют напрямую. Так называемая фабрика троллей. В социальных сетях организованы специальные сообщества, где как только ты выразил свое мнение, обеспокоенность происходящим, на тебя набрасывается стая вот этих оголтелых, вымышленных всяких фейковых страниц, и любого гражданина начинают покрывать грязью. Если это не помогает, значит применяются уже какие-то другие методы. Где криминал? Где прокуратура? Где криминальные разборки, где прокуратура, вот как Ан Валерьевич сказал. Где-то целые села собирают, вызывают депутатов несогласных, начинают их публично отчитывать, как это было в селе Тамыш, где глава района присутствовал, что вообще уму непостижимо. Если все это не помогает, тогда в ход идут кулаки, избиения, и не важно, что это День Победы, и не важно, что там рядом ветераны, дети, не важно кто. Но
кто это все осуществляет, я много раз говорил, еще раз говорю, они очень плохо знают историю абхазского народа, дух нашего народа малочисленного. Никогда в истории абхазского народа такого рода попытки и направления хорошим для инициаторов, в первую очередь, этих всех дел, хорошим никогда не заканчивались. Это вот такой маленький такой посыл еще раз. По тем людям, которые, вот здесь Кан Валерьевич говорил по одному инциденту, масса инцидентов. А что у нас с электроэнергетикой происходит? Инициаторы решения по легализации майнинга, которые говорили о том, что 600 миллионов в год мы будем получать и так далее. Люди, которые привели нас к кризису в энергетике, они до сих пор работают. Чем мы удивляемся, что министр внутренних дел? Почему так происходит? Если вы помните выборы 2020 года, я вам говорил всем, что это акционерное общество, вот выборы 2020 года, которые прошли, да, Аслан Георгиевич Бжаня, как уже практика показывает, он пришел в результате неких бенефициаров, акционерное общество сложилось, где каждый внес свою часть, и сейчас получил какую-то часть вот этого так называемого, как они видят это, да, пирога. И что бы он ни сделал, Аслан Бжаня как президент, он его не может ни снять, ни наказать, потому что он является вот частью этого акционерного общества, по-другому я назвать не могу. И они говорят, мы тебя привели к власти, ты нас не можешь снять. Так оно происходит. Закрытого, конечно, закрытого. И в завершении еще хочу сказать, здесь пресса присутствует. Вот, да, вот я по телевидению абхазскому, абхазское телевидение вот присутствует здесь. Я как кандидат в президенты участвовал, имел честь участвовать в выборах 2020 года, и многие там нас поддержали. В целом наша команда получила практически 36% поддержки населения. 36% это, я думаю, что существенная часть нашего народа, правильно? Я вот задаю вам вопрос. Вот я, допустим, да, как кандидат, бывший в президенты, или вот любой, кто за этим столом сидит, сколько раз за последние 2 года мы были на абхазском телевидении? Ни разу. Ни одного раза. Разве это нормально? Это абхазское телевидение или телевидение Аслана Бжания? Вот я вам задаю вопрос прямо в телекамеру вашу, уважаемое абхазское телевидение. Чье это телевидение? Неужели точка зрения, альтернативная точка зрения не имеет права быть озвученной в эфире государственного телевидения нашей страны? Разве это правильно? Или нам нужно прибегать к вашим же методам, когда вы приходили и захватывали абхазское телевидение? Если у кого-то есть сомнения в том, что желающих такого рода действия совершить мало или недостаточно сил, но я думаю, что эти иллюзии могут быть очень быстро разрушены. Но опять же, вот здесь, как Аслан Чурбеевич сказал и другие ораторы, мы не хотим уподобляться. Но это не значит, что если нас поставят в какие-то рамки, то мы будем вынуждены действовать, опять же, для защиты не собственных интересов, а защиты интересов народа всего. И хочу вам сказать в завершении, что вот все наши друзья, вот здесь, кто мы собрались, еще много кто, этот союз открытый, еще много кто присоединится, и отдельные граждане, активные граждане имеют возможность присоединиться и будут присоединяться, и депутаты парламента. И никаких компромиссов, никаких уступок тем, кто будет обижать абхазский народ, мы с ними никаких компромиссов иметь не будем. Формат наших взаимодействий будет уже совершенно другой. Пора это уже всем понять. Спасибо за внимание. Аруа
Руганагара исымша яхрата зин хамоб яхот иждерот Апсна амал ажлар исырту уги халацужахи энергетикума изыкузалаги абртаперепадна хажишто наски ихоп адгилка абри заповедная зона Мисера пшини гектар инрихана Рицанский заповедник хажишто рынок недвижимости хажишто рыззымги ари ажлар армалов азги декисар алшадзум арайсым шаххот хванагара амаратори захзуги абжгаххана фымз хара яхцхет съезд иждурот мартом зз закона конституция изербоипш амя хамки а покришку хамцы црахамц МВД ажуларах чизахамк хара яхо агзацуку ажлар идгылана апснаханткарра арухура абри Аслан Георгий Пам президент усуру деналага хаважлар ибжа нирта игуранырга амыштых имипах гитхара высший совет захдзу арвахча убас хи апснаханткарра яхаба ажлар дразходсна апснаханткарра арухурза ихозикар усуру далага руйганахила Арах зхураюсь. Амта из Нахнарбуала, Яхамбит уиза Аусура. Апсна Хунткарра, Ауаджлари, Рза, Аусура, Ганахала, Акзохаца Михах Братику. Убриаком, Ишас Хостахуб, Хара Исымша, Набриахара, Хайлак, Арва, Апснахчица, Айбишца. Апснаханткар рахчер захан исымша хазахьо науски убриганахила изахва. Уже хатырзку журналистца апснуважлар образ коллегаца исыдырцит декларации субсапхерц урус безшала. Ре протокол ятра на кота декларации вапхеров. Основная ответственность перед нашей Родиной, отдавая дань памяти сыновьям и дочерям Абхазии, ценой своей жизни добившимся восстановления статуса независимости нашего государства, призывая верховенство в своих действиях, Конституции и законных интересов граждан Абхазии, объявляем о создании Народно-патриотического союза Абхазии, широкой общественной политической платформы, открытой как для коллективных, так и индивидуальных членов, разделяющих наши взгляды и убеждения. Цели и задачи НПСА определяются безусловной защитой политического, экономического и демографического суверенитета Республики Абхазия, построением справедливого, современного, социально защищенного общества, приходом к управлению страной компетентных и ответственных политиков. Вынуждены констатировать тот факт, что непрофессиональные управленческие решения, безответственная политика, реализуемая действующей властью в сферах здравоохранения, энергетики, вопросах недвижимости, а также избирательного применения права и преследования граждан по политическим мотивам, ставит нашу государственность на грань катастрофы. С полной ответственностью заявляем, что наша природа, наша земля, наши инфраструктурные и иные активы должны быть надежно защищены, оставаться в безусловном владении граждан Абхазии и способствовать повышению их благосостояния. Объявляем о своем намерении координировать усилия с целью противодействовать политически, идеологически и экономически необоснованным, а зачастую антинародным проектам действующей власти. Мы призываем послевоенное поколение профессионалов и патриотов включиться в процесс сохранения и реформирования государства. Пришло ваше время сформировать и выполнить новую повестку для Дня Абхазии.
Обращаемся ко всем неравнодушным гражданам страны, независимо от их политических пристрастий и национальной принадлежности, поддержать нашу инициативу. Спасибо. Спасибо, Тимур Левсикович. Я думаю, что декларация была лаконична, но при всем при этом всеобъемлющая. Мы там, я думаю, заложили все основы и принципы, которыми будем руководствоваться. Теперь наверное, приступим к самому главному.